Самым ожидаемым событием уходящей недели, без сомнения, было упразднение в Чеченской Республике статуса контртеррористической операции. 31 марта этот вопрос рассматривался на заседании Национального антитеррористического комитета России. Вопреки ожиданиям граждан, как Чеченской Республики, так и всей России, снятие статуса КТО отложено. Официальная формулировка «надо доработать вопрос и согласовать со всеми заинтересованными структурами». Что ж, будем ждать. Все началось с обращения президента Чеченской Республики в НАК России с предложением снять с республики статус зоны проведения КТО. Комментируя свое обращение, президент Чеченской Республики в частности отметил: 31 марта соответствующие федеральные органы примут нормативный акт, прекращающий контртеррористическую операцию в республике и снимающий все ограничения, действовавшие в течение 10 лет. По мнению главы республики, сама ситуация на этот час такова, что продолжение статуса КТО для республики не актуально. В таком утверждении есть здравый смысл. Почему? Первое. Социально-экономическая и политическая обстановка в республике стабилизировалась и имеет тенденцию упрочения. Республика завершила период восстановления разрушенного войной и вступила в фазу устойчивого экономического развития. Второе. В республике нет ни полномасштабных, ни локальных боевых действий. Все боевые действия носят характер спецопераций, строго ограниченных по ареалу, времени проведения и количеству задействованных сил. Третье. Количество активных участников незаконно вооруженных формирований не превышает 100 человек. Бандиты действуют разрозненными группами и в основном занимаются убийствами мирных граждан. Ни сил, ни средств противостояния регулярным войскам и правоохранительным органам у них нет. Четвертое. Народ Чеченской Республики определился в своей политической ориентации. 23 марта 2003 года на всенародном референдуме чеченцы абсолютным большинством голосов высказались за единую государственность Российской Федерации. Также в этот день принята и Конституция Чеченской Республики. Буквально в тот же день на своей встрече с директором ФСБ Бортниковым президент России также дал поручение рассмотреть вопрос снятия статуса КТО с Чеченской Республики. Вокруг Чеченской Республики в существенной степени нормализована. Жизнь там входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи. Я полагаю, что есть необходимость рассмотреть вопрос о правовом режиме контртеррористической операции, которая действует на территории Чеченской Республики, на заседании Национального антитеррористического комитета, который вы возглавляете по должности. Значит, и принять необходимые решения. Каково ваше мнение? Действительно, ситуация на территории Чеченской Республики нормализуется. Довольно-таки эффективно работают в последнее время органы исполнительной власти и правоохранительная система. Я убежден в том, что снятие общего режима КТО в Чеченской Республике будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки, привлечению в том числе инвестиций, создаст возможность более эффективной внешнеэкономической деятельности. И этот режим правовой будет способствовать решению тех проблем социальных, экономических, о которых мы постоянно говорим. В своем обращении к руководству НАК России президент Чеченской Республики высказал несколько основных причин для отмены статуса КТО. По его мнению, это отсутствие необходимости присутствия такого большого количества войск в силу ничтожности противника, политическая и социально-экономическая стабильность в регионе, а также торможение развития региона, обусловленное КТО. А именно, невозможность растаможивания грузов, предназначенного для Чеченской Республики, невозможность международного сообщения из аэропорта Грозный и ряд других серьезных проблем. Отсутствие собственной таможни затрудняет доставку грузов в республику. На это у грузополучателей уходит время, деньги и нервы. Более того, это, как и отсутствие международного статуса у Грозненского аэропорта, создает ряд трудностей для инвесторов. Ни один иностранец не может прибыть в Чеченскую Республику, кроме как со специального разрешения Министерства иностранных дел Российской Федерации, после прохождения длительных процедур. И, наконец, ключевой момент – неудобства, испытываемые самими жителями республики. Досмотры на границе, задержание по малейшему подозрению подчас надуманному не способствует доверию граждан ко власти. Во-первых, вдумайтесь, 13 ограничений. Одно из них это, в частности, въезд, выезд, досмотр грузов, людей. Это серьезно. Еще один вопрос, тоже мы его обсуждали, и он позволит сразу же развиваться более эффективно. Это таможенное оформление грузов, в том числе из-за рубежа поступающих. Создание рабочих мест, перемещение рабочей силы. Это очень важный момент. Инициатива президента Чеченской
Советской Республики вызвало мгновенную реакцию средства массовой информации и в политических кругах России. Мнения политиков разного ранга, федерального и регионального уровня стали достояниями общественности. Также высказали свое мнение по поводу происходящего и известные в стране и за рубежом люди, общественные деятели, журналисты, бизнесмены. Условно, весь спектр мнений можно разделить на две части – тех, кто поддерживает отмену КТО, и тех, кто против. В поддержку отмены статуса КТО высказались такие известные в России люди, как председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, сенаторы Асланбек Аслаханов и Зияд Сабсаби, депутат Госдумы Геннадий Гудков, журналисты Иван Сухов и Максим Шевченко. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил о своей поддержке предложения Рамзана Кадырова об окончании 9-летней контртеррористической операции в Чеченской Республике. Он считает, что ситуация в республике налаживается, и поэтому сегодня можно поставить вопрос об окончании КТО, который к тому же требует больших сил и средств. По мнению Асланбека Аслаханова, в республике больше нет организованных террористических групп. В Чечне уже давно завершили борьбу с террористами, и я думаю, что в конце марта будет подписан официальный документ о завершении КТО. И я согласен с этим с президентом Кадыровым, сказал Аслаханов. При этом он отмечает, что никто не может гарантировать того, что никогда не будет никаких терактов и преступлений. Но бороться с этим можно в ходе обычной повседневной работы правоохранительных органов. Лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Бабаков также не исключает возможности прекращения спецоперации. Само решение о начале контртеррористической операции принималось на основе оценки ситуации в регионе, напомнил депутат. Надо признать, что сегодня сделано очень многое для того, чтобы Чеченская Республика завоевала право мирной жизни. Это делается и федеральным центром, и руководством республики. Наиболее взвешенную точку зрения в этом вопросе высказал депутат Госдумы Геннадий Гудков. В частности, он сказал, если говорить о масштабной контртеррористической операции, то она, конечно, завершена. Если сравнить нынешнюю ситуацию в республике с той, что была несколько лет назад, мы увидим, что произошли значительные изменения в лучшую сторону. Постепенно необходимо выходить на отмену режима ограничений, поскольку мы видим, что в соседнем Дагестане или Ингушетии значительно более сложная обстановка, но там нет такого режима. Поэтому, мне кажется, вряд ли справедливым выделять Чечню как район с наиболее напряженной ситуацией в терроризме. В списке тех, кто против решения об отмене КТО, тоже немало известных имен. Депутаты Госдумы Аркадий Баскаев, Виктор Илюхин и Владимир Камоедов, журналист Юлия Латынина и глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. И если мнение первых сводится к трезвой оценке реальной ситуации, аргументации предпосылками и экономической необходимости, то вторые пугают страшилками времен лихих 90-х. Депутат Госдумы Виктор Илюхин считает, что нельзя выводить из республики даже малую часть войск, так как ситуация может ухудшиться. Непонятно, на чем основано мнение депутата от КПРФ. За последние несколько лет не проводилось крупновойсковых операций. А в тех случаях, когда подразделения федеральных сил оказывались задействованными в спецоперациях, это были немногочисленные отряды армейского и милицейского спецназа, а также личный состав комендатур районов. Основную нагрузку в борьбе с бандформированиями сегодня несут сотрудники правоохранительных структур республики. Мы выиграли борьбу с терроризмом, и сегодня мы становимся и политически, и экономически заново строим экономику, заново строим политику республики. И сегодняшнее заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, как он дал поручение ФСБ, это для нас очень приятная новость. Мы этого ждали этого момента. На сегодняшний день политически у нас и социально, и экономически мы развивающая республика, как и другие регионы. Сегодня нам необходимо было это сделать шаг, чтобы экономически укрепиться. Что ж, любое значимое событие в жизни страны всегда будет предметом обсуждений и жарких споров. Любая точка зрения по тому или иному вопросу имеет право на жизнь. Для Чеченской Республики отмена КТО не станет откровением. Просто будет подведена правовая база под уже существующее положение дел. Терроризм и религиозный экстремизм потерпели на чеченской земле сокрушительное поражение. Остатки бандформирований больше действуют на территории Ингушетии или Дагестана, нежели в самой Чеченской Республике. Народ республики заявил о своем желании жить мирной созидательной жизнью. Так что отмена КТО – это не одолжение чеченцам, а признание реально существующего положения вещей. В Чеченской Республике наступил мир, и от этого, как говорится, никуда никому не уйти.